9 утра Джейрах, горная часть Ингушетии, постепенно озаряется солнцем. И как раз в это время на свою очередную тренировку собирается профессиональный боксер Исмаил Илиев. Залог успеха в любом виде спорта – тяжелые и кропотливые тренировки. Именно поэтому спортсмены всегда стремятся к самосовершенствованию. Обладая внушительной технической базой, Исмаил Илиев, тем не менее, любит радовать зрителей красивыми нокаутами. И для того, чтобы выйти к очередному турниру во всем великолепии, необходимо каждый день усиленно тренироваться. Спортивная карьера Илиева началась в боксерском зале города Карабулак. До того, как начать выступать на профессиональной арене, Исмаил достаточно успешно бился на любительских турнирах, как внутри республики, так и за ее пределами. Свой первый бой на профессиональной арене Исмаил Илиев провел в 2015 году. Вечер профессионального бокса в Новороссийске стал плацдармом для дальнейших успехов Исмаила. В дебютном поединке наш земляк встретился с Замиром Закашевым. Правильный настрой и грамотный план на бой привели Илиева к первому успеху на профессиональной арене. Первый профессиональный бой я провел в апреле 2015 года. Конечно, профессиональный бокс – это совсем другой вид спорта по сравнению с любительским боксом. Очень тяжело бывает вначале перестроиться, адаптироваться к профессиональному боксу. Там совсем другие правила, другие перчатки. И соперники бывают более опытные, более такие терпеливые. И из-за этого вначале было очень тяжело. За 5 лет выступления в профессиональном боксе Исмаил провел 15 поединков, в каждом из которых показывал все великолепие одного из самых зрелищных видов спорта. В 2018 году уже хорошо зарекомендовавший себя Илиев появился в основном карде турнира в Москве, где провел один из самых зрелищных поединков в своей карьере против Сергея Рабченко. Я начал, 1, 2, 3 боя провел. Не было такого человека, который тебя может дальше продвигать. Нам было очень тяжело, не было человека, который тебе может организовывать сборы, бои, все проблемы решать за тебя. И потом, после 3-го поединка, с нами связался Хусейн. И он начал нам организовывать бои, сборы. Все наши проблемы, все наши заботы решает Хусейн с тех пор. В 2017 году во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева впервые в республике прошел вечер профессионального бокса «Герои ринга». 14 поединков с участием сильнейших боксеров России, Грузии, Аргентины и Филиппин. А главным событием вечера стал титульный поединок Исмаила Илиева против Рикардо Рубена из Аргентины. Встреча, как и предполагалось, получилась очень зрелищной и на больших скоростях. Этому поединку не суждено было продлиться до финального гонга. Идеальная подготовка и сокрушительные удары Исмаила помогли ему завершить бой в 9-м раунде техническим нокаутом и завоевать чемпионский пояс.
тех пор 3 года прошло, как я впервые выступил у нас в республике в вечере бокса под названием «Герой ринга». Была очень хорошая атмосфера тогда. Все, кто приехали поддержать меня, они меня очень мотивировали, поддерживали. Даже на экранах телевизора смотрели, поддерживали. Родные, знакомые. В принципе, вся республика смотрела. Вот тебе хотелось бы провести такой же поединок, еще один поединок у себя в республике? Безусловно, очень хотелось бы. Очень понравилось тогда. И хочется повторить еще раз. Последний поединок нашего земляка сложился не самым лучшим образом. В бою против Магомеда Курбанова Исмаил проиграл раздельным решением судей. По окончанию поединка многие эксперты сошлись во мнении, что в этом поединке должна была быть поднята рука ингурского спортсмена. Давайте вспомним самые яркие моменты той встречи. Соперник был, конечно, очень хороший, входил в топ-5 в мировом рейтинге, но все равно бой, все, кто видели, смотрели, знают, что я в этом бою не проиграл, что победу без проблем можно было мне отдать. Но так как я находился на территории соперника, я был в гостях, и мне надо было более убедительно выиграть. Уже в начале августа в столице Беларуси Исмаилу Илиеву предстоит провести свой очередной профессиональный поединок. Соперник еще не утвержден, но несмотря на это, наш земляк готов выйти против любого оппонента и доказать, что он в числе претендентов на чемпионский пояс в своем дивизионе.
Предстоящий бой у меня вот запланирован на август. Сначала у меня идет сейчас первый этап подготовки здесь, в горах. Это физическая подготовка, работаем на выносливость, на силу. И второй этап подготовки пройдет в Москве. Там уже входят спарринги, лапы. Это уже более тактическая, техническая работа. 100% еще не определен соперник. Я так ориентировочно знаю, кто будет. Это будет представитель Англии. Такой хороший, неплохой соперник. И сейчас потихоньку начинаем под него готовиться. Если есть ударная техника, но нет выносливости, у боксера нет никакого смысла выходить в ринг. Каждый, кто понимает это, занимается помимо обычных тренировок еще и кроссфитом. Недалек тот день, когда Илиеву придется провести очередной 12-раундовый бой. И тогда выносливость чемпионских раундов сыграет решающую роль. Всем моим землякам, все, кто за нас болеет, хочу сказать огромное спасибо. Лария Салсон, они нас очень поддерживают, мотивируют. И хочется всегда их радовать победами. От спортсмена зависит, насколько хорошо он будет подготовлен, а от болельщиков, насколько хорошо они будут поддерживать своего любимого спортсмена. Со стороны Исмаила Илиева вся необходимая работа, несомненно, будет проделана. Остается дождаться турнира, а уже там Исмаил сделает все, чтобы в очередной раз порадовать любителей спорта нашей республики.